и на 9 мая. Да? Мы на 9 мая мы первый раз это сделали, и на второй раз мы это сделали на День пожилых людей. Мы вышли с Васей на улицу. Ребята, ну все бабушки, дедушки, которые проходят, здравствуйте, сегодня в нашей пекарне абсолютно бесплатно вы можете получить белый хлеб. Кто-то с нами вот такими глазами, кто-то говорит, чуп-чуп. Здесь, вдвоем да, стояли. Да. Не обманывайте нас, зачем вы нас обманываете, нам говорили. Там, ну и какие-то... Ну, в итоге мы все раздали. Да, мы, разумеется, все раздали за первый день, и все, что осталось. Расскажи, как мы плакали. Расскажи, когда мы плакали и пришли к мнению, что живем ради. Давай. Опять плачет. Конечно, мы в ответ очень много благодарности услышали. Это да. И даже в газете. И даже в газете, Да, наверное. Я вот сейчас не помню, наверное, да, и даже в газете. Я потом начал читать про это дело и видел такой опыт, да, это не новое, такой опыт был у одного предпринимателя, не помню, в Твери где-то, но на самом деле у него все печально закончилось с этим бесплатной раздачей хлеба. Мне Вася потом предлагал, Вася, типа, Ваня, хорошая тема, давайте каждое воскресенье будем бесплатно раздавать хлеб. Ну, нас что там, 50 человек по 32 рубля, ничего нам этого не стоит, да, по большому счету. А у меня еще и дело даже при этом идет какое-то, да, ну и всем хлеб. Но вот человеков все закончилось плохо, его эти же бабушки съели полностью, да, то есть пришли, они стали их стало все больше и больше приходить, кому-то стало не доставаться, они начали его говорить, да ты хапуга у нас что и украл этот хлеб, и в общем он это дело быстренько все прикрыл, и все очень плохо. Поэтому, конечно, на такой поток мы это не пустили, ну то есть я лично говорю, не-не-не, это не может быть, это будет 2-3 раза в году по каким-то ярким мероприятиям, давай делать вот такие какие-то вот вещи. Ну это вот что касается у меня в пекарне. Ваня, можно вопрос по этому мероприятию? А это некая маркетинговая составляющая, некий хайп, или это все-таки вот твое желание реально помочь людям? Ну, это как-то, наверное, совместно все получилось. То есть изначально мы, Вася говорит, давай просто раздадим бабушкам хлеб. Что получится? Да, что получится, то и получится. Я говорю, давай, нам не жалко. Но опять же, понятное дело, что о нас больше узнали людей Добрый маркетинг. От этого как дела. Так, но стали ли ко мне больше от этого ходить люди? Да нет, наверное, если честно. У меня как ходит 100 человек, так и ходит. Ничего с этим поделать я пока не могу. Мне, конечно, не хватает, это понятно, за эти 100 человек, ну, это несерьезно, скажем так, все, что пока получается. Где пекарня находится? Старовского 40. Старовского 40, водоканал? это где водоканал напротив него. Отдельно стоящее здание, но это понятно, я в аренде, оно у меня. Хлеб вкусный? Да. Да, но сейчас мы его еще там мы очень много развиваем, то есть у меня там бездрожжевой белый, бездрожжевой черный, сейчас делаем безглютеновый. Ну мы за год только пытаемся сейчас нащупать себя, если честно, да. То есть мы теперь понимание у нас стало появляться, что да, вот этот хлеб больше берут, этого совсем. То есть у нас там серый был там какое-то время, он вообще не продавался, мы его убрали с производства. Сейчас пельмешки начали лепить, тоже очень хорошо пошло, по крошечке. Ну это будущее. Сейчас вот опять же. У вас только одна точка? Пока да. Пока да, но сейчас откроется большое предпринимателя, сейчас как называется, забыл? Хиткар. Да, город детей у нас открывается, знаете, ну вы, наверное, еще не знаете, это вот... Город профессий. Да, город профессий. 6 декабря, если все получится, у нас он откроется. Это не мое предприятие, но нас туда пригласили с нашей точкой. Девочки у меня очень часто покупали хлеб и выпечку, говорят, слушай, ну вкусно у тебя, давай у детей будем тоже. Это город профессий, он откроется 6 декабря, и вот там у меня будет вторая точка. Где? Это будет орбита, хозарсенал, А-клиник раньше был на первом этаже. А-клиник переехал полностью на второй этаж, а девочки заезжают полностью на первый этаж.